Давай что-нибудь тоже рассказать, что. Ты что, отвыкла, что ли? Что-то как-то не настроена. Я Забыла, что ли, как это делается? Сумочки бери и подтягивай. У меня упадок сил. Упадок сил, да? Вообще. Без 100 грамм даже не носится. Без 100 грамм не идет, да, дело. Привет, ребята! Нарисовалась хорошая погода, выходные, солнышко, без дождя. В общем, сегодня, ребят, с супругой решили вырваться. Ну, наверное, скорее всего, не рыбалка, больше всего просто будем балдеть. Юрьевна давно у меня уже не выезжала со мной. Вот, наконец-то получилось. Едем. Блин, затарились, ребята. Палатка большая, печка тяжелая вот эта. Короче, спальники, раскладушки. Все как у людей. Запланировал один такой момент, там один участочек. Попробуем там постоять. В этом году еще там не был. Ну, блин, ребята, вода начала прибывать. Вода прям хорошо поднялась. За последние 2 дня прям жестко. Скорее всего, это дожди. Вверху даванули или что, но вода прет. Так что все, ребят, ставим тачку на прикол, на парковочку и в путь-дорогу. Полный бак бензина. Хорошее настроение и Лариса Юрьевна. Лариса Юрьевна, куда поехали? За налимом. Все, погнали. Блин, вещей, ребята, на 12-м шаге не знаю сейчас, как попрет, не попрет. Загрузка хорошая. Будем пробовать. Пошла, родная!
Поднялись, ребят, пятнашку. Ходили, ходим, смотрим. Вот здесь я хотел закайфовать, здесь осенняя точка у нас. Но, к сожалению, вот сейчас вода поднялась, опять же. Хорошо скакануло. Я когда ходил здесь, нормально здесь уже пятачок был. Ну, блин, он залило. Обычно вон там палатку ставим, как бы, и вот здесь небольшой пятак такой по налиму. Ничего не остается, как идти вот на ту точку, где я ночевал. Там вроде более-менее можно подвигаться. Так что возвращаемся обратно. Да. Видать, что-то в Верховье, походу, сильные дожди были. И, видать, что-то бомбануло. Или вот оттепель была сейчас, может, болота вскрылись. Ну, в общем, вода поднялась. Короче, идем вниз, ребят, и встаем там. Давай на банку, потом на борт. По борту. Раз, два, и на берег. Опа, видал тебя, когда ставил? Да. Четко? Огонь. Ну вот, ребята, что? Ничего не остается, как здесь. Более-менее, как бы тут еще есть пляжик. Что-то как-то так. Там сейчас палаточку. Красота. Блин, вода скаканула. Это плохо. Как-то так. Все, затащили вещи. Ну, у нас, в принципе, вот мы обычно вот там ставим палатку. У нас еще когда Алтай был, как раз вот 4×4, вот она туда залазит. Ну, тяжеловато лодочки, ребят, было. Тяжелые вещи очень много. Две раскладушки, печка тяжеленная. Палеты мы взяли, печка на палетах. Многие видели эту Хюгелик. Интересная печь. Но самое интересное, что там есть духовка. Сегодня Юрина порадует, да, меня, мать? Чем-нибудь вкусненьким, может, запечем, ребят, что-нибудь по настроению. Все, что, ставим палатку, сразу все, занимаемся лагерем. Рыбалка ночью, вечером. Приехали рано сегодня, так как выходные, потому что боялись, что кто-то поедет. Но за час мы доехали, Ларис. Все, ставим, ребятки. Вообще, молодцы. Тяжкий. Так, что, вход туда делаем? Стабильно, да? Так, я сейчас подыму, Да. крутану, взорву и эти ноги выдвигай. Ну ты помнишь же. Помнишь же. Все по старой схеме. Так, сейчас посмотрим.
Прикольно. Ага. Как в лучших домах Лондона и Парижа. Есть такая, видишь, есть такая. Чтобы постоянно молнию не щелкать. Раз, подвел. И дверь. Вот так. Оп. А что там какая-то узкая? Ну, точно такая же. Она узкая. Она еще не до конца. Вон ручка. Поставила, да? Да. Видишь, тут она уже ручку упор сделали. Первая готова. Туда пока. Так, готово. Давай столешку. Есть? Да. Давай здесь так же. Ага. Все, понесли. Иди за ним. За столешку-то иди. Опа. О! Москиточки открыли. Жарко, да, Ларис? Сразу, друзья, поставим печку. Вот у нас есть вот такая печурка. Мы ее уже сколько, 2 года, да, ее, наверное, Ларис? Где-то примерно приобретали. Да, прикольно, конечно. Сделано качественно. Очень толстый металл, крепкий. Но нашел я в ней 2 минуса. Это она слишком тяжелая и дорогая. Очень дорогая. Ну, плюс только работает на брикетах. На палетах, получается, да? Палеты же? Пилеты. Пилеты, ребят. То бишь, если на дровяной там брикетами топишь, можно и дровами засунуть, то здесь уже все. В общем, здесь надо, ребята, аккуратно. Не промочить палеты, брать с запасом. Ну, а так, печка, конечно, прикольная. Вот такая сумка. Идет с ней. Так, здесь у нас вспоминать я уже забыл. Здесь подставочки под кастрюльки. Вот. Ну и в общем сама печурка. Также в комплекте идет коврик. Заржавело немножко. Вон тут даже документы у меня, так я их не убрасывал. Ножки, ребята, вот таким образом. Раз. Да, немножко заржавело. Лежала
Я уже не помню, когда мы и брали ее. Вот так вот. Погнали трубы. Вот здесь присутствует духовой шкаф. Он, блин, поржавел немножко. Духовой шкаф. Здесь же и трубы, получается, хранятся в ней. Все. Собираем. Примерно вот так. Сейчас его выставим. Первое. Так, это у нас сама система. Сейчас надо вспоминать. Все, уже забыл уже. Как... Так, вот этими к тяге. Коврик-то зачем, Марис? Сам бункер идет для засыпания пилетов. Крышка и труба. Сейчас я ее выставлю. Так, надо равнять. Давай, Лариса, равнять ее. Как-то так. Так, и верхушка с искрогасителем. Верхушка с искрогасителем, вот так вот. Ну, вот такие полочки для сковородочек. 5-10. Ну, здесь я не ставлю ее. Да, она мешает. Только. Не знаю, вот таким образом поставим. Можно так его развернуть, можно так. Так, наверное, поставим. Каминное окно. Ну, в общем, вот такая печурка, ребят. Сюда. Одну подушку тебе. Одну мне. Держи пенку. Сразу раскиди ее. И спальник раскиди сразу. И готовь постельное. Я тоже сейчас. Из нас. Ну, вроде, ребята, все. Небольшой обзор нашей хибары. В общем, погнали. Ну, это вот у меня из новая палатка «Берег», ребята, МФП-4. Многие видели, я вот взял в этом сезоне ее осенью. Поменял старые палатки и вот взял. Классная палатка, вопросов нет. Вот Лариса первый раз в ней. Че, Ларис, какие ощущения? Что скажешь? Вообще клево. Круто, да? Да. Сделано камуфляжем, уже, видишь, не серое все. Много карманов, ребята. Окна прям можно, я не знаю, вылезти в него. Вообще, вот так спокойно я могу туда выпрыгнуть. Стрелять можно, ну, допустим, для охоты. Классно. Москиточки, в общем, ну, все как у людей. Вот большой стол, ребята. Раскладушка раз, раскладушка два. Смотрите, сколько места, я не знаю. Можно потеряться вообще везде. Куча места. Вот, не знаю, велика взяли. Раза два всего лишь пользовались ей. И то, смотрю, так поржавело неплохо. Вот ножки, смотрю, из нержавейки, а вот пружины, видите, ребята, железные. Вот, пожалуйста. Это тоже, конечно, нюансы. Вот. Для этого взяли палетов вот этих 15 литров, ребят. Ну, кто не видел, кошачий наполнитель там туда-сюда. В принципе, также он годится. Вот такая вещь. Будем топить. Почему взяли печку? Потому что ночью 0 градусов. А то и минус будет. Вот сейчас днем солнышко пригревает. А ночью будет холодно, ребят. Плюс 15 сейчас. Да. Сейчас, да, плюс 15, ребят. Я вон даже весь жарко, вон в термухе. Ну вот. Кухонка. Здесь уже плиту установили. Что-то Лариса будет чаевские гонять. Я хочу чай, да, поставить. Вот, ставь. Стол вот этот большой, ребята. Ну, класс еще. Мобильность, ребята, мобильность. Вот это прям приятно. Потому что вот так куда поехал. Тут можно 3 раскладушки ставить, 4 раскладушки по желанию. Сегодня будем балдеть. Наконец-то, ребята, у нас появился девайс. Все хотел для похода. Вот, пожалуйста. Колоночка
музычка будет. Вот так вот. Ну, у нас такой, ребята, романтик Лариса Юрьевна. Первый выезд у нее. Но когда я с ней езжу, ребят, мне всегда что-то везет. Так что посмотрим. Будет у нас эта система работать, не будет. Постоянно что-то прилетает с ней. Постоянно. То какая-нибудь стерля, то еще что-нибудь. В общем, то судака поймаем на фидер, блин. На горох. Ой, на парыша. Вот. Юрина продуктов набрала. Я пока собирался по магазинам, двигалась, что-то там, я даже не знаю, что набрала она. В общем, будем чаи, заварочники. Ну, сейчас чаек поставим. Вот, вот как-то так. В принципе, шикарно. Полы не стали стелить, потому что буду ходить по пляжу, таскать песок. Что-то неохота мне. Нормально, и так пойдет. Главное клеща не поймать. Клещи активизировались, уже есть укусы. Мы привиты, вся семья привита. Вот. Ну а так посмотрим, что у нас получится по рыбалке. А так отдых-то по-любому кайф классный. А, просто включить? Да. Лариса Юрьевна, как же вина? Не, я перед операцией готова. Так что Лариса Юрьевна у нас на Чайковском. У меня-то бутылочка есть, ребята. Спрятана там в сумочке. Вечерком под ужин что-нибудь, наверное, Юрина замутит, мы сделаем. Есть какие-то планы, что будешь готовить? Что-то есть, да? Угу. Кто-то есть, да? Что-то есть, да. Ну все, понял. А так, ребят, свежий воздух, классно вообще. Солнце, блин, наконец-то. Солнышко, блин. Красота. Да, кстати, ребят, напишите, будет вам ли интересно. Мы вот собираем сейчас в Киров, город Киров. Лариса едет на операцию, будет делать глаза, коррекцию зрения, в общем. И, ну, я еду с ней, понятное дело, будем там 3 дня, возможно, погуляем, там 5-10, ну, так чисто поснимать. Если будет вам интересно, вы пишите, ребят, ну, снимать, не снимать, как бы. Если хотите, то, в принципе, можно поездку эту подснимать. Что-нибудь интересное там посмотрим. Встретимся с зрителями канала. У меня много там друзей. Так что как-то так, ребята. Ну, если что, дайте обратную связь. Ей-ей-ей. Кайфово, ребята. Кайфово. Наконец-то получилось выехать, вырваться. Дочка вчера закончила школу. Все, на каникулах, на летних. Тоже хотела, но там, короче, у бабушки осталось, не стали тащить ее. Потому что, блин, ну, так, ночью холодно, на реке холодно еще. Будет потеплее, будем ездить. А так вот только-только. Солнышко вот первое. Ничего еще не. Даже не зелено. Вообще. От слова совсем. Вот. Так что сегодня с супругой будем. Она отдыхать так. Будет спать, наверное, балдеть. Ночку попадаемся. Постоим, посмотрим. Че как. Не знаю. Блин, вода, конечно, прет. Вода прет. Ты спать? Угу. На природе так спать, да? Тихий час. Как?
Друзья, добрый вечер. Я здесь вечер. Кимарнули. Часик. Я где-то часик повалялся, водиться полтора, наверное. 4 часа, друзья, вечера. Красота. Не облачко, ребята, просто небо синее, ясное. Мощно. Ох. Блин, красота. Пока отдыхали, мотор прошел один и прошел каракат по берегу. С той стороны заезжали. Все ребята куда-то туда на выходные. Ну, что-то маловато. К вечеру должны еще, наверное, подтянуться. Потому что я в деревне слышал, что люди собираются именно в этот район. Вот. Ну вот мы почему пораньше-то и приехали, ребят. Потому что я так и понимал, мест мало. Вода затопила опять все. Какие-то места плюс-минус. Вот. Так что, наверное, начну, ребят, разбрасывать потихоньку, помаленьку. На дурака почему бы нет, потому что мало ли и с вечера налим бахнет. Так что бросим. Сегодня прям сильно не буду заморачиваться. Я, как и сказал, друзья, я буду конкретно в этом месте ставить. Просто очень рядом и разную дистанцию. В общем, вот этот пятак мы заберем полностью. Вот. А так все круто. Надо вот эти кусты срезать, мне кажется. Вот эти мешают. Вот и пойдем бросать. Так. Ну, сегодня, друзья, я с червями. Парни из города мне привезли дендробену и что-то еще накопали сами. Уже потихоньку можно копать. В принципе, ништяк. Как в прошлый раз уже не проиграем. Ну, а в плане нарезки, да, ребята, имеет место быть. Надо экспериментировать. Можно, да, один оставлять червя, а второй можно ставить нарезку. Так. Тут у меня запасочка, леска запасная. Щипчики даже он положил сейчас. А то, блин, сюда зацеплю его, чтобы было. И поехали. Ну что, лесочек, дай нам грибочек. Но в данный момент пляжик. Дай нам подтяжек каких-нибудь. Доночных подтяжек таких, знаете. Да. Вода, конечно, ребята, такая себе. Ну ладно, рогатульки здесь есть. С прошлого раза у меня еще оставались. Так что поглядим. Опа. Так, все, поехали. Раз, метр, полтора. Сколько здесь? Давайте пятнашку. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну это больше 15, ребят. 8, потому что я не метры делаю. 9, 10. Раз, два. Давайте 3. Остановимся на 3.
13. Все как обычно, все в петля в петлю, ребята. Также и колокольчик, также и грузило, и поводочки. Все работаем петлей. Обязательно перематываю, когда восстанавливаюсь, ребята. Выматываю, чтобы как катушки закидка была. Потом выматываешь, проверяешь, забрасываешь. Это уже все нормально работает. И когда я сматываю, ребята, я также выматываю в обратную сторону, чтобы не было никакой бороды. Чтоб все было четко. Леска хотя и толстая, грубая. 0,8 я использую основную. Поводочная 35. Так, ну что, пока по 2, наверное. Ох, черви активные какие, свежие. Дендробена. Видно, что свежие. А то у меня те с зимы были. Так они еле-еле уже такие уставшие. Так. Все. Ну пока вот так. По такому. Белая рыбка, так понимаю, уже проснулась. Прошлую рыбалку у нас езёк был, подлещик. Поехали. Раз. Ну вот как-то так. 200 грамм грузила, ребят, смотрите. Вроде упала, да, все. Сейчас непонятно, дистанции опять другие, блин. Ну все, ребятки, в общем 7 штучек поставил. Ну как я и сказал, вот хочу прям в яме. Именно вот прям вот творится вот эту тонкую, запоминай. Вот она прям принесет нам добычу. Солнышко, ребят, залезло, так и все. Пожалуйста. Холодно. Холодно. Вышли на берег. Юрьевна вылезла, точнее, с хибары. Что ты тут делаешь?
Вот. Ну, в общем, туда не стал продолжать, потому что там уже стоял. Там мелкая тяга начинается, и травы очень много забивает. Здесь еще более-менее тоночка стоит, видите, как ровно. Вот, а так что у нас? 5 часов, наверное, да, или 6, наверное, уже. 6. Уже 6 часов. Пойдем-ка мы сейчас в хибарку. Начнем потихоньку готовить что-нибудь на ужин вечером. Затопим нашу печергу. Будет хоть работать, не будет. А то прикинь, не заработает. Придется так офигевать. Вот солнце село, ребята, и уже прохладно. Вот такая весна у нас дурацкая, блин. Ладно, пойдем. Мамулька, мы не за рыбой приехали, ребят. Мы отдыхать приехали. Ирина хоть проветрится у меня. Вон, смотри. Какое сегодня? 18-е. Только-только, смотри, начинает. Представляешь? Ну вот только-только, ребят, смотрите. Что-то начинает вот. Вообще еще ничего. Не зеленое, нифига. Вот. Ну сейчас вот тепло, сейчас мне кажется резко прям бац. И все будет классно. Позеленеет. А видон у нас, ребят, шикарный. Смотрите, хопа, какой обрыв. И пожалуйста, прелесть. Ну все. Ну сейчас понятно такое, ребят. К 9 начнем движуху наводить. А пока пойдем готовить, заниматься. Продукты достанем. Что сегодня будем готовить? Сейчас Лариса Юрьевна там все решит. В общем, ребята, распаковка. Юрьевна достала посуду мою, как обычно, недовольна. Нет, конечно. Что, говорит, у тебя тут происходит? Что это? Это вот, ребят, как раз брали форму к этой печке. Она у меня вот в гермомешке, вот так, это как кухня у меня. Она каталась, и вот, ржавая. Пипец. Я не знаю, мы с ней вообще ничего не готовили. Вот мы брали специально под духовку, ребята, сюда, по размеру. Короче, что печка, что духовка. Ой, что... Ну, давай попробуй ферри отмыть. Может, отойдет. Да, смысл? Не отойдет? Нет, пергамент тут штука. Ну и все. Пергамент здесь. Ну то, что хотели, мы не сделаем. Все, это 100%. А что хотели? Ну, я хотела запеканку какую-то сделать. Запечь? Придется что-то импровизировать. Импровизировать, как обычно. Ну, а что потом делать? Ну давай, мать, что-нибудь зажигай огни Нью-Йорка, ё-моё. Пойду, давай попробую пошкрабаю ее песком. Да нет, что ты туда, нет. Что, выбрасывать? Пергамент, нет, пергамент постелю. Есть, да? Ну, принял, что записал. Короче, ребята, хозяйка Медной горы опять на меня ругается. Говорит, что у тебя, говорит, бардак какой-то, говорит, с посудой походной. Что это, говорит, происходит? Ну, блин, походная посуда, ребят, ну как, я не знаю. Значит, напишите, кстати, вы вот кто как ездит вообще, какую-то кухню берете вы вообще. У меня, если честно, вот занимает почти целую вот эту сумму. Это котелок на 3 литра, чайный котелок армейский. Походная сковородка вот такая антифригарная, потому что по-любому она должна быть такая, потому что, блин, ну, в основном все жарим что-нибудь такое, яичницу там, 5-10. Сковородка, я не знаю, у меня, наверное, уже 15-я, наверное. Постоянно мне Лариса покупает новую, дарит. Старую какую-нибудь на избу оставим, новую покупает. Где-то ночуем, видно что-то плохая, оставляем, новую покупаем. Ну вот маленькая, видите, ребят. Я хочу для похода взять большую, глубокую такую, чтобы можно было готовить прям в одной таре. Вот мы дома часто вот сейчас готовим, керамическая сковородка большая. Я вот люблю готовить там купца, гречку. Ну, то бишь, в одной кастрюле делаешь обжарку, сразу же там томатную пасту, лук, там морковку, там, допустим, тот же фарш. Все это обжариваешь, засыпаешь там гречкой или макаронами, заливаешь водой и забываешь, и у тебя все готово. Вот, в принципе, вот такое надо что-то замутить. Есть дома еще казан 7-литровый у нас. Но мы уже его перестали брать, потому что на двоих это много. На толпу мы в основном не ездим. Вот. Юрина мне купила, сейчас смотрю, вот этот чайник какой-то. Я не знаю. Ковш, короче. Не знаю, для чего она взяла. Ну, взяла, короче. Вот это специально мы брали тестировать вот эту печку. Мы здесь запихали хлеб
Кстати, есть видео, посмотрите, это старый Новый год. Мы с Юриной зимой стояли и запекали хлеб. И как раз тестировали эту духовку. Ты когда И муку забыла? да, когда ты забыла муку и что делать? Хлеб приехали печь. И, короче, у меня была манка. Ну, мука у меня была для рыбы, но это не хватало для того, чтобы заместить тесто. И была еще манка, тоже, чтобы рыбу жарить. И, короче, Юрий у нас смешала все, и вот такой корж получился нормально. Но фишка то, что в этой духовке сверху все жарится, подгорает, но снизу, ребята, тепла нету, и, соответственно, она не готовится. Потом мы поняли так, что надо ставить сначала на плиту сверху, а потом ставить, допустим, обогревать, ну, я имею в виду, ставить в духовку. В общем, ну, это такое себе, как бы. Плита, получается, должна же отдавать снизу и сверху, как бы, там циркулировать. Здесь такого нету. Здесь основная температура идет вот, именно вот эта база. Вот эта площадка. Самая жесткая температура это возле колонки. И вот уже идет в дымоход. Вот, такие дела. Так что Так что будет у тебя картошка жареная на ужин. И запечены фаршированные шампиньоны. Придется это делать. серьезно? Ну а что делать-то? Воробью, говорит, приделай, да? Да пойдет, ребят, что, жареная картоха с запеченными шампиньонами, с этим там, с сырком. Ну, ништяк, ништяк. Ладно, все, понял. Что, что-то помочь-то? Нет. Нет? Все, тогда наливаю. Так, друзья, 5 капель, ваше здоровье. Никогда не болейте. С наступающим, так сказать, летом. Дочка вышла на каникулы, летние каникулы у детей, туда-сюда. Ну, в общем, сезон отпусков, дач, огородов и так далее. У нас еще пока огородами не пахнет. На участке у нас тоже много работы. Тоже надо кучу делов переделать. Забор там рухнул. Короче, в этом сезоне, наверное, будем там стоять. Будем топить баню каждый день и работать. Вот. Так что давайте, друзья, как говорится, с теплом. С весенним, с летним, кому как удобно. Понятно, кто-то уже огороды посадил, кто-то еще даже и не пахнет, а кто-то еще на снегоходах ездит. Так что... Ты уже первый урожай снял? Ну да, да. Вот так. А, кстати, вот картошка первого урожая, ребята. Да? Свежая же? Ну, свежая, да. Я не знаю, не помню, откуда это привезено. Вот как-то так. В ямах картошка у нас закончилась уже. Только семенная, только на посадку. Вот сейчас пока покупать приходится. Своей пока нету. Ага. Как бы сказал мой друг, как теща под лед. Пошла. Отлично. Ну, в общем. Юрина, как всегда, своими ножами, ребята. Это от Пашки Ковалевского подарок. И он у Юрьевны, короче. Она постоянно с ним всегда ходит. Серьезная женщина у меня такая. Жареную картошку, ребят, я уважаю вообще. Картошка это второй хлеб. Ну, кинжал достал свой. Моментально нагревается сковородка, блин. Класс.
Палатка новая, ребята, она еще не пахла вкусняшками вареными. Она обычно приготовит, потом на рыбалку выезжает с мужиками. Мужики говорят, что-то, говорит, пахнет вкуснятиной какой-то. Я говорю, ну да, так здесь были дела шикарные. Все видно, там что-то уже шампиньоны порезала. Фаршик уже готовит. Короче, ужин, ребят, будет походу бомба. Бомба, да? Да, походу бомба, да. Что надо? Соль. Лучок. С сыром, да, будет получается. Ну да, сверху я хочу с сыром посыпать. Фаршем начинить. Угу. Я не понял, ты будешь в шампиньон, что ли, это ложить все это? Да, ну. А, серьезно? Ну, хотела так, я не знаю, как духовка будет твоя. Моя, да? Твоя, да. Угу. Ну, извини, походная, мать. Но я дома. А, ты, короче, всю начинку будешь туда закладывать, да? Ну да, видишь, я их брала эти. Оставила шли. Понял, понял. Хотела делать запекалки. Ну да, походные условия не такие, конечно, как дома, но могем тоже, могем. Так, сейчас сюда. Специями пахнет, Лариса. Базиликом твоим вот этим. Любые специи добавлять. Какие любите. Ты что добавил? У нас смесь. У нас походная смесь, ребята, вот. Для мяса и с перцем черным. Паприка копченая. У нас вот она, это моя, моя, видишь, я все говорю, без тебя моя. Лариса вот сделала для меня вот контейнер такой, ребята, и вот я ложу. Я ей даже яичницу там присыпливаю, да вообще что угодно. Запах попер, палатка начинает пропахивать. Вкуснятина. Сейчас попробуем. И получается вот так, да? А, вот так даже, да? Да. Хо-хо-хо. Серьезно. Это получается шампионы надо большие покупать, какие-то крупные? Да, королевские обычно. А, королевские? Ну, если стол празднично сервировать. Угу. Ништяк, ништяк. Ну, бомба, я тебе скажу, что. Главное, чтобы духовка вывезла, да? Ну да. Остальное съедится. Съестся, ребята. Мне так на сковородку загоним. Не знаю, что-нибудь все равно придумаем. И сварим. Как теперь. Как и в теле. Ну. Остальное придется пожарить, что ли. Котлету. Котлету можно сделать. Да? Ну а что, фарш не повезешь же домой сейчас? Да, котлеты сделаем, да, конечно. Котлеты привезем, дочка покушает, раз знает, что зайчик должен передать что-нибудь. Так, друзья, ну что, давайте запустим ракету нашу. Попробуем запустить. Наполняем. Я, кстати, замерял вот этого контейнера. Хватает
на максимум режиме 2 часа, на среднем режиме 4 часа. Вот. Но у меня еще есть доп. Мы наварили такую штуку. У меня есть такой второй. Мы сделали вот такие борта. В общем, туда сразу залазит, я не знаю, литров 5, наверное. Ну, прикольно тема так-то. Сама сыпется. Так. Пока в сторону. Так. Стрелочки в режиме тяги. В ту сторону должны они быть. Так, это пока уберем. В общем, 2 режима, ребята. Вот это максимальный. Вот заглушка идет на, так сказать, средний. Что, запускаем. Вот так просто поджигаем. И все должно быть прекрасно. Ну вот тем самым уже выверено. Пергамент в 2 слоя выложила и вот как-то так соорудила. Сейчас посмотрим, что будет. Ну, все будет шикарно. Чё. Дай бог. Пусть не падает. Тут котлеты наши залазят. Залезут. Залезут, да? Толкаем. Как будто заново обгорает, да? Ну что, ребят, заряжаем. Заряжаем. Здесь вот такие, вот они закручиваются, такие штучки. Как бы, ну, можно брать, не нагреваются они, видите, потому что там пространство, кислород. Вот. Так, ну что, ставим наше дело. Вот туда. Все. Что, говорится, на мощном? Вот смотри, даже окно открылось, было закопченное. Что, прикрою? Зачем? Или пускай на максимуме, Роб? На максимуме, да? Да, пусть посмотрим. Будем периодически смотреть. Угу. Грибы же быстро готовятся. Ну. Нет, Нам нужен, чтобы фарш дошел. прожарился, да? Все, ребята, он На максимум. прикольно. Сыр придется в конце сыпать, потому что Угу. Окошко так на минимум делаешь, оно его затягивает. А так ночью тоже прикольный экран, ребята. А на максимум делаешь, он потом прогорает, и вот видите, сам чистится. Ну все, печка разошлась. Вон, смотри, как тает, видишь? Чик, потихоньку, чик. Поставил, ребята, уже на среднюю. Херачит как не в себя, блин. Палеты какие-то лютые. Ну что, получилось. Даже пергамент подгорел немножко. Ну а так фарш четко выглядит. Ну, грибы готовятся же быстро, да, Ларис? Так что мы сейчас сырком, ребята, все это сверху подсыпаем. И еще ненадолго в духовку. конкретно я на каждого не буду крошить, потому что ну, Да, просто засыпь, да и все. смысла не вижу. Залей капитально. Я прям буду так с пергаментом
херачит. О, ребята. Что за лев этот тигренок, блин, а? Сейчас, походу, будет... Запеканка. Вот наша запеканка, да. Вот так вот, короче. Сейчас это все растекется, блядь, там будет пушка. По-любому. Плохо не будет 100%, ребят. А так я не знаю, как экономить, ребят, потому что, смотри, ну не то, что экономить, я контролирую сейчас температуру. Ладно, зимой. Но сейчас-то как бы не такая температура, это же не минус 20. Всего лишь минус 1. Так, сейчас надо вот этой стороны. Как она? Так? Вниз, вниз. А, все. Угу. Не, ну просто как мы спать-то будем, Ларис? Я понятия не имею. Потому что она вообще, если экономка ты делаешь, то она просто шает. А мы заглушить даже не можем, ребята. Она, смотрите, херачит и херачит. Это уже все закрытой задвижкой. С открытой дверью. Скрытой дверью. Охренеть, блин. Ну ночью, может, холодно будет, да? Не. Да нет, все равно жарко будет. 0. Пять минут, ребята, 3 минутки, наверное, прошло. Че, Юрина? О, пушка, бомба, петарда, братва. Ха-ха. Смотрите, какой каравай. Жди, давай. Срок весь заплавился. Охренеть. Вот тебе и запеканка, Юрина, смотри. Класс. Все. Готовая вкуснятина, ребят. Че, ужинаем? Мы будем кушать, конечно, что. Попробуем. Жареная картошечка, ребят. Огурчик, помидорчик, редисочка. Все дела. Это что такое? Что-то прикольное. Сыра прям по бане, да? Да. Так, друзья, ну что, как обычно, ресторан от Юрьевны. Жареная картошечка. Вот. Так. Что у нас тут с мяском? Ну-ка. Очень вкусно. Вообще отлично. Ребят, четко получилось. Ничего у нас не подгорело, хотя у нас вот грибочки подхрустывают. Сверху зажарочка. Фаршик прям такой. И сырок. Я того рот мотал, блин, а? Мать. Ты жгешь. Вообще. Братва, подтягивайтесь. Среднее течение Сысолы. Плюс-минус 200 километров от Сыктывкара по течению. И пару дней. Ильская городка. Мама, это шедевр. Давай. Я за тебя, золотая. Ну что-нибудь там, бахни где-нибудь что-нибудь. Есть у тебя? Есть сок. Давай с очком. Ребята, уезжайте на природу, просто вот так кайфуйте. Да, ребенка не хватает, да, дочи?
Ну ничего, наверстаем еще у нас. Сезон только в разгаре, так что еще съездим. Ну, комары, смотри, прикинь. Давай, твое здоровье, золотая. Приятного аппетита. Спасибо. Вообще, и это того рот мотал на. Да, может это, конечно, не полезно, ребят, но это просто вкуснятина. Сыр. И картошечка. Вот запеканка не получилась, но мне кажется, это даже лучше сыр сварится, да? А еще огурчики, ребят. А еще огонь. Просто отвал. Круто получилось. Да? Вообще. Ничего не прозевали. И фарш приготовился, грибы. О, борода, ребята, моя седая. Нарубался как тузик, блин. Какой как доел, блин, порцию, блин. Мощно, сочно. Охрененно. Да. Можно готовить, конечно. Ну так, имеет место быть, конечно, духовочка. Это, ну так, ну, не все, конечно. Вот потому что вот сверху прям жарко, а снизу вот она не дает. Сейчас тоже сидели, смотрели, думали, что вот можно вот рыбу, наверное, скорее всего, не запечь. Сверху она будет пиццу какую-то сделать. Тоже непонятно. Вот, и вот сейчас вот смотрю в плане выездов. Вот смотрите, черно, кстати, вот этот окошко стало. Минимум поставил. Если сейчас максимум поставишь, огонь все это выдает. Под какую температуру она будет такая вот? Ну, комфортная. Но сейчас вроде так более-менее. Хотя окно открыто и двери. Ладно, пойду, ребят, перекинусь. Потихоньку начинаем рыбачить. Ну а дальше больше. Ладно, что, тряханем травушку-муравушку, мне кажется, что накидала по-любому. Солнышко на закате, ребят. Сейчас начнем двигаться. Ну, ближе к 9, как обычно, что. А так в 9 каждый час будем двигаться. Будем ходить. Вон, блин, у берега уже, блин. О, крючки пустые, ребята. От слова совсем. Тут вообще прям обсосали так, что даже мякушки не оставили. Ну так, мало ли, изек с вечера может бахнуть. Да и тот же налимчик может залететь. А так это беспонтовая трата червей. Ну, сейчас копать хоть можно. Плюс сейчас огородами будем заниматься. Так с червями проблем не будет. Две лодки только поднялось.
Странно. Никто не поехал на рыбалку. Хотя бы на природу. Я слышал, в деревне там кипиш, все собираются. Видать, вода начала подниматься, да, решили не ехать. Ну, вот так вот, ребят. А тут рыба. Лариса! А иди-ка сюда, тут рыбка какая-то у нас сидит. А тут рыбка, ребята. Вот такие дела. Сейчас Юрина достанет. А то вдруг потом уснет. Это пляж ее, кстати. Это полноценный пляж ее, она здесь у меня царица. Тут кто-то сидит. Интересно, кто, блин, налим, что ли, в такое время? Уже бахнул или что? Угу. Давай, мать, топай. Все для тебя, зайка. Что ты хочешь, чтобы я достала? Ну, конечно, выматывать же умеешь. Нет. Ну, просто жик-жик-жик, достаешь и все. Давай, погнала. Порезче. Выматывай туда, не на ноготульку, вот, отойди. Что, есть то? Не знаю. О, кто-то водит. Тихо, не спеши. Давай потихоньку. О, езя поймали. Давай, 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 давай. Аккуратненько. Оба! Езечек у нас, Лариса Юрьевна. Большой. Какой большой ты, пиздюк. Для меня тоже большой. На, Что ты хочешь? твоя рыба. Нет, это не моя рыба. Езек, видишь, иски уже начали клевать. Куда его надо положить? Давай в пакетку оттащи. На. Держи крепко, мощная рыба. Подожди, подожди. Держи крепко. Ой, Поджабрил, ой, вот так да вот. сейчас. Все, иди в пакет. Засунуться бы еще под жабры. В пакет его. Все, тащи. Ай. Зубов нету у него, сама знаешь. Все, давай. Поймала. Дай пятюню. Пятюню дай. Изечек. Так, ребятки. Я говорю, с вечера там могут иски поклевать. Ну вот, ребятки, прошелся. Вообще все поедено. Вообще все. Опять тут, блин, достал корягу. Я в прошлый раз тоже тут доставал. Одну, две, три, блин. Там какая-то вообще, какой-то такой, знаете, мелочь какая-то лежит. Ну, она вот рвется. Вот именно, что не прям глухой зацеп, но она прям туда постоянно. Вот именно на этих донках. Ну и тут и поклевки были на лима. Вот, езечек бахнул. Ну, как правило, вот, ну, вот там я даже по зеленке бывал, там стоял. Там не очень глубоко. Метра два всего. Ну, блин, иски там поклевывают, да. Ну, сейчас опять разогнал на тягу. Смотрите, какое течение. Там просто будет бить травой и сносить. Там постоянно накучивать. Неохота мне. На езя мы успеем еще. Водичка немножко упадет. Там есть места у меня по езе. А там, да. А вот так на верховье бы там, где я вот был в прошлом году, там, блин, с езем прям вообще шикарно. Ну, ладно. У нас все-таки пока налим. Как бы нам он не интересен. В прилове, да, попадается, ну и хорошо. Вот. Такие дела. Ну, в принципе, все. Солнышко садится. Будем ожидать поклевочки налима к 9 ближе. Красота. Что-то Юрина там слушает музыку какую-то. Кстати, хотел уже показать, ребят, приобретение. Сейчас покажу. Хотелось, ребят, вас похвастаться немножко. Приобрели мы такую колоночку для походов. Давно уже хотел, ребята. Такую, вы знаете, вот портативная беспроводная акустика от компании CG Box. В общем, заказал. И пришла вот буквально на днях, ребятки. Вообще. Самое, что интересно, друзья, она как бы, ну, все внутрянка китайская, но она сделана, ребята, в Тюмени. Тюменская портативная беспроводная акустика. В общем, весь дизайн, вся подсветка, все вот это сделано в России. Ну, внутрянка китайская, ну, как минимум, наши уже что-то начинают делать. Молодцы. Пришел в такой коробочке. Сейчас немножко вот пройдемся, ребят, по ней. Сразу же вот тут CG Box.
Bluetooth 5.2. Я отходил сегодня, когда собирали, кстати, я грузился, я отходил метров 15, наверное. Она у меня пробивала. В общем, хороший Bluetooth. Мощность 40 Вт, друзья. Емкость аккумулятора 4000 мА. Вот. Время работы до 10 часов, 50% громкости. В общем, 10 часов, если вот поставите на половину, он будет, пожалуйста, работать. Разъем Type-C, в общем, ну, шикарно. Все как нужно. Самое, что интересно, JBL-ки, вот, да, наверное, сейчас у многих JBL-ки самые дорогие колонки. Но, друзья, в JBL-ках нет того, что здесь есть. Здесь, во-первых, есть поддержка CD-карты. То бишь, можно закачать песни какие-нибудь и поставить уже. И не надо пользоваться Bluetooth, а просто, вот, допустим, сейчас у нас нет связи, да, вот, а мы музыку из интернета слушаем. Загрузили, закачали, поставили. В JBL-ке этого нету. Здесь есть вход AUX, как немаловажно. В общем, блин, интересная штучка, ребята. Она водонепроницаемая. Можно спокойно сейчас ее взять и выкинуть в воду, она будет бомбить. Степень защиты от воды IPX6. Не знаю, конечно, какие это параметры, но, в общем, как-то так. Так, RGB подсветка. Ну, в принципе, при наличии двух колонок, тут она какая-то, вот, в общем, они сопряжаются. Ну, в общем, круто. Давайте распакуем, посмотрим, ребят. Ба-бам. Вот сама колоночка, ребят, смотрите, как она выглядит. Вот такой дизайн интересный. Вот здесь подставочка, в общем, она вот так стоит. Классно. Вот здесь получается вся непосредственно зарядка, флешка и так далее. Вот. Здесь AUX, вход Type-C. Получается зарядник. Вот флешка, ребят, разъем. Еще есть USB. В общем, от этой колонки можно заряжаться. Это круто, когда вот какие-то походы выезжаете, да, вот, ну, не знаю, вообще, мало ли телефон разрядился. И ты думаешь, блин, как дозвониться, куда, что, у тебя нет парубанка. И вспоминаешь, что у тебя есть колонка. Вот, допустим, у меня есть лампа, фонарик, от которой тоже можно заряжаться. И подключились, и зарядили телефон, и дали дозвон. Это круто. Вот так он закрывается, водонепроницаемый. Здесь панелечка такая, включение. Получается сопряжение Bluetooth. Это пауза, стоп. Плюс громкость, минус громкость. Вот так вот. Также идет в комплекте вот такая коробочка. Здесь у нас, ну, получается зарядник Type-C. И идет AUX. Пожалуйста. Ну, вот зарядник Type-C. Круто, сейчас уже вышел все на Type-C. У меня, в принципе, и фонарики, и все. Вот, в общем, не надо постоянно там выдумывать кучу зарядок. От одной уже, когда я в сумке, можно зарядиться. Самое интересное, ребят, что тюменские ребята, они уже все сделали на русском. Смотрите, какое включение, ребята. Хоп. Включение. Соединение установлено. Соединение установлено, я уже сопряжение сделал, потому что дома, смотрите, какой дизайн, ребята, какая подсветка. Круто выглядит. Ну, видите, все на русском. Если, допустим, на каких-то китайских там, или вот этих, там все не на русском, здесь уже, ребята, именно ребята сделали на русском. Так, ну сейчас проверим ее, ребят, по музыке. Вот у меня уже, получается, вышло сопряжение. Вот сразу выходит уровень громкости, показывает зарядку батареи вот данной модельки. Ну, в общем, круто. Что, заходим в музыку и будем проверять на громкость. Но бомбит она, ребята, великолепно, конечно. Так, сейчас у нас, понятно, нет интернета. Что-нибудь с телефона включим. Где у нас музыка-то вообще? Есть какая-нибудь музыка? Есть. Так. Ну что, попробуем, ребят? Так, добавляем.
Ну, вот здесь у меня еще не полно, ребят. Окей. Че, делаем бас больше. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Мне кажется, огонь, да, Ларис? Baby, you give me midnight. Шик. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And treat myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just treat your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Give me your high and dry. О, круто, ребят. Так чисто, знаете, для леса, для настроения. В одного, когда бывает, гоняю куда-то, что-то делать вообще в гараже. Такая она, ну, уронить бесполезно, там что-то, она там где-то, там кнопка какая-то не вымывается. Намочить как бы не намочишь. Ну, она как бы и от стандарта вот этих джибиков вот этих, она, конечно, стоит намного дешевле, ребята. А ничем не отличается, даже лучше. Так что я доволен. Круто. На мотике в рюкзачок кинул и погнал. Так с музыкой. Я всегда люблю музыку, ребята. Хотя мне многие пишут: Андрюха, хорош уже вот это в дорогу, вот это твой трах-трах-трах. Ребят, ну музыка это же музыка. Ну, к сожалению, не могу в видосы вставлять музыку, которую я хотел бы тоже, потому что есть нарушение авторских прав, и, соответственно, я только ставлю, которую могу. Ну, а так, круто. Ссылочку, ребята, оставлю. Там не только колонки, там наушники, пылесосы, в общем, различные темы. Кому интересно, что-то залетайте, ребята. Ссылочка в описании. Такие дела. Подсыпем чуть-чуть. Опа. А, красота. Ну что, друзья, наступило наше время, так скажем. 20 минут 9. Прям такая прохлада на реке. Палатки-то у нас Ташкент. Прям хорошо. Такая тишина, ребята, классно. Ну все, надо начинать работать. Перезаброс, насаживаем смачные пучки и вперед. Юрийный налим должен же выползти. Яська уже поймала. Вот еще налимчика нам одного. И все, ништяк. Красота. Блин, холодно. В палатке-то там что, Ташкент. Блин, вот эта течуха, конечно, ребят, смотрите. Просто ужас.
Угу. Первенький, ребята. Первенький малыш. Ну, не дюжа большой. Вот такой. Какой-то аж, не знаю, синий, ребят. Альбинос какой-то попался. Тихо, тихо, малышка. Тихо. Его удержать тяжело. Смотри, какой, ребят. Альбинос. Охренеть. Давай, брат. Домой. Вот в ямке. Первенький клюнул. Хорошо. Недалеко, во-первых, классно. Нравится, когда вот так некрупный налим ее. Не надо мучить его. Быстро-быстро. Хоп, и все. И готово. На нижний поводочек. Он все съел. Покормили. Покормили пацана. Так, ну есть налимчик уже первый. Вот так вот сейчас пучочки красивенькие сделаем. А вдруг, ребятки, хапнет наш трофейный. С Юрьевной же приехал. Она у меня фартовая на эти дела. Ну вот, красивые пучочки. Ехаем. Так. Опа. Чуть-чуть не добросил. Ладно, нормал. А тут у нас поклевка, ребят. Сидит, зараза. Налимчик. Юрьевна! Идем доставать. Твой налим. Вот на это попался, ребят, сразу. Ну, я говорю, вот в этом месте. Оккупируется. Сидит, зараза. Тоже, походу, не крупный. Ну, посмотрим сейчас. Налимятница идет, ребята. Все. На эту попался, мама, небольшой. Отпустил. А тут твой сидит, дергает. Он, видишь, что делает? Ну давай, пробуй. Вода прибывает, смотри. Опять же взяла и леску в бок выматывай. О. Так. Пощел. Идет? Да. Опа. О, водит, смотри. Водит там. Может, хороший, не? Да, наверное, не знаю. Да? Но водит. О, слушай, вообще пойдет. Юна. Ништяк. О, тихо. Вот так в леску не надо. Сразу замотает хвостом. Грузило достань. Я же тебе говорю, в бок надо мотать. В бок. Никуда достаешь. Достань, сгрузила леску. Ребят, хороший. Полторашка, наверное, где-то. Юрина там огёчь. Они хвостом сразу, говорит, смотают. Капитально. Что-то странное какое-то явление. Мне или кажется, или что, посмотри вот это сбоку. Вот что это, леска у него? Ох, ни хрена. У кого-то был Он на... у кого-то был. Кого-то был на крючке, ребят, смотрите. Вон. Держу. Достань. Ну, поводки, ребят, смешные ставите, вы что? Стебая, крючок-то хороший. Вон. А поводок, смотри, какой тоненький. Тонюсенький поводок. А не, ржавый. Это даже прошлогодний. Вон, смотрите, ребят, цевье уже сгнило. Это с прошлого года. Ну, наш доставай. Наш-то покрепче будет. Трофейного поймал, мать. Ага. Да не сыто ее. Он меня укусил. Резко просто дергай. Видишь, там в губе. О. Все, грузило сюда кинь. Подальше крючки. О. О, смотри, какой у тебя трофейный. Хороший. Бродяга. О, ребята. Какой мусик.
килограмм. А что это он повыплевывал, да, пока мы доставали? Что это? Он кого-то съел? Да. А, рыбку какую? Вон выплюнул, видишь, он начал выплевывать. Смотри, червей повыплевывал, смотри, зараза. А рыбку какую? Ну-ка достань. Да не брезгуй, что ты. Кого там захомячил? Вот. У кого-то, короче, он сидел, сорвался и к нам пришел. Пришел. Хороший мусик. А, Иди палец, неси. палец в рот не засуй. Иди неси. Не хочу я. Палец в рот сувай. Он весь сопливый. Ну ладно. Добротный. Опачка, ребята. Елец. Причем хороший. Елец, смотри какой. О, вот и нарезочка подспела. Елец бомбит. Вот они объедают. Вот такая рыбка, ребят. Ну, это не сорога. Это елец. Не знаю, многие, понятно, знают, но многие не знают. Вот такая вот она водится. Плотная спинка. Он любит течение. Такой крепкий. Мощный такой. Он более такой продольнистый, прогонистый. Плотва если жирная, а вот елец прям молодец. Так. У меня нарезка есть. Если что, потом в дальнейшем вот эту доночку обязательно может на ночь лупану потом на хвост. Отлично. Так, пока сюда, брат. Тебе сюда пока. Блин, на течение, ребят. Вообще все поедено. Елец, походу, лупит. Крючки-то мощные. Не подсечь его. А так вот не знаю, блин. Вот такую в траву вот грязь только идет. На эфире тоже не порыбачишь. Так бы ельчика половить было бы шикарно. Жирные черви. Вкусные, блин, зараза. Ну вода уже градусов 6-7, мне кажется. Тащит, блин, никак не упрется. Течуха страшная. Начали вытряхивать, доставать налима. Начал, короче, выплевываться. Хотел избавиться от крючка. Хочу посмотреть, кто это такой. Вот вообще не могу понять. По кожице. Белая рыба, ребята. Кого-то заел, блин. Да, и мелкие косточки. Плотва какая-то, что ли. Ладно, доедайте. Вот он начал выплевывать черви. Дождевые. Кусок молоки даже выплюнул. Вот они налимы такие есть, ребята. Хитрые, блин. Они когда их поймаешь, у них самый деликатес это печень, молоко. Если его не завалить, оставить живым, и он может съесть свою печень. Есть такое. Они ее как-то проглатывают, съедают. У него такая манера. Надо или под жабрами надрез сделать, либо глушить. Я его ломаю хребет, чтобы он бесподвижно. Голова потом не рабочая у него. Туловище рабочее, а вот голова нет. О, ребят, ну что, свет дали? Блин, люстра не нарадуюсь. Юлина тоже говорит, блин, классная, говорит, вещь у тебя. Но многие просят ссылку, ребят, на Алиэкспрессе брал. И то это в черную пятницу с 50% скидкой. Сейчас она что-то там в районе трешки. А я взял за 1400. 10 тысяч миллиампер.
От нее можно заряжаться, в общем, вообще круто. Так что такие дела. Кстати, печка. Огонь. Сейчас вот солнце зашло и все вот похолодало немножко. И в принципе комфортно, да, Ларис? Да. Нам нравится. Видите, окно, ребят, ну вот этот каминное стекло опять вот оно черное. Сейчас дайте жару. Вот она огнем прям сама снимает. Такие дела. Все, Юрина у меня поймала налима, я рад. Ребята, задача выполнена, минимум. Ну, если что-то еще поймаем, а так, в принципе, хороший налим. Все же говорят, вот я говорю килограмм, не верят. Там говорю полторашка, не верят. Так, давайте завесим сразу, чтобы без вопросов было. Ну, я, в принципе, как-то показывал по щукам, говорю, вот это столько, столько, столько. Ошибался там вообще грамм 100 минимум. Пойдемте посмотрим. Ну, грамм кило 400 в нем есть 100%. Так что сейчас завесим. Не буду доставать, ребята, уже с пакета. Вот там язык и налимчик получается. Кило 740. Ну вот, говорю, грамм 300. Язык. Ну, кило 400 налимчик. Плюс-минус. Ну, как-то так. Блин, холодно стало. Хуй, я там что-то смотрю. Опа. Не свети. Поджигай, мать, фонарь. У тебя же тоже есть. О. Ну что, друзья, у нас вечер 10, да, Лариса уже? Да. Вышли мы перекинуться. О, красота сегодня, зорька такая приятная. Закат. Ну, вообще, говорю, да, в плане того, то, что нету облачка, вообще не тучки. Это уже за последнее время, это первый раз, наверное, так. Все, постоянно какие-то дожди, снега, блин. Ё-моё. Так, сейчас перезабросимся немножко. Червячков возьмем. Опа! Надо занести, 0 будет. Не заморозить, главное. Я как-то по молодости проигрывал, банку оставлял и все. Хорош. Банка замерзала. Вообще что-то унесло в донку. Коряги какие-то намыли, трава или рыба. Одно из двух. Прямо у берега вообще вся, ребята. Ой, красота, ребят, смотрите какая. Прелесть. Вода прибывает, донки уже в воде. Река шумит, блин. Течение ужасное. Где-то вдалеке браконьеры стреляют. Да, лупят, ребята. Ну, охота на вальшинов уже не закрыта, да, уже. Сейчас только на медведя. Ну, долбят браконьеры или просто по банкам лупят. Что-то вообще жестко. Ладно, пройдемся. Трава, мурава, полынь, крапива, персики, слива. Кто-то попался там, ну, нарезка у нас попалась, ребят. Ёж, посмотри, какой жирный. Ну, вообще. Ребят, смотрите какой. А? На нарезку будем ставить, Ларис? Не знаю. О, какой, ребят, смотрите. Всех червей съел. Ну, падла, а? Какой пучеглазик. Хорошая нарезка. У нас елец, если что, на ночь. Давай, иди, живи. Хотя, говорит, ежик, говорит, икру, говорит, молоди хавает. Что за парик тут зацепился, блин? Ну, поел все.
А? Налим. Ага. А? Оба! Есть, ребятки. Не крупный, но заел. Блин, а? Вот как его доставать? Я хрен знает. Подержи леску. Вот эту натяг. Ой, там все кровит. Да, конечно, кровит, потому что заедают они. Страшное дело. Собирать надо домой. На, неси. Ты замерзла? Да. Давай, топай. Тебе не нужно будет опять это? Принесешь. Нет. Ну, палатку занесешь. Расцепишь. Юрина вышла со мной на проверку. Постояла немножко, говорит, замерзла. Нос, говорит, замерз. Так, водка у него все порядок вроде. Все шикарно. Подтащил, кол вбил. Вода прибывает, надо смотреть. Ладно. Проверяем дальше. Еще один. Тихо, 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 тихо. Так, с тобой надо как-то аккуратно. Ты нам не нужен. Давай, дай. Он такой, ребят. Давай. Вот у не обессудь. Больше не попадайся. Деда зови лучше. Тоже что ли сидит? Ну, вот сегодня раздача. Тихо, тихо, тихо. Ну, тут нормально вроде. Хорошо все. О, еще и доедать будет, ребят. О, червей еще нормально похавает. Толстячок такой хорошенький пошел. Ну да. Это хороший, блин. С корягой, блин. Да стоять нафиг. Охренеть. Это раздача. Сирюной, да. Сирюна у меня талисман, блин. С какой-то корягой. Двушка, ребят. Выпер, блин. Такой обрыв, блин, неудобный. На каждой донке, короче, сидит налим, блин. Вот это пойдет, брат.
Самый крупный сезон пока. Вода прибывает. Вот вам вода, ребят, прибывает. Вышли, блин. Я сижу в палатке, я еще даже не конетелюсь. Сейчас заел. Там где-то, блин. Сидел тут, выжидал. Костры полил. Возле донок сидел. Тут сижу с женой. Музыку слушаю. Бля, хороший дядька. На каждый. Ё-моё. Ну неплохо, ребят. Неплох такой змеёга. Хорошенький. Как-то так. Че, ребят, перед началом ролика я вам сказал. Юрину мой талисман. Мне всегда с ней везет. Как облупленному причем. То стерлить на фидер, на кукурузу, на 18 поводок в районе 3 килограмм. Она такая мощная, что она продольник бывает поднимает, а я здесь ее на фидер достаю. То что-то как-то щуку мы поймали. Смешно. То судака. Да вообще как бы с ней всегда что-то такое прилетает. Ну вот, пожалуйста, ребят. Не обманул, короче. Налим прет. Ага. А вот ты холодно. Ну вот так, брат. Поймали мы уже рыбы. Юрина. Ну все, оправдалось, короче. Твое проклятие. Конечно. Вот так вот, ребята. Фартовая она у меня. По жизни. В общем. Да, редко выезжает, но зато как бы, ну, проверено уже. Видите, как она. Ну, тут вот около 2 такой прям богатырек-то. Сейчас за проверку получается сколько? Раз, два. Лариса унесла, я принес. 3 отпустил. 5 штучек. На 7 донках. Да, на 7 доньках 5 штучек, ребята. Еще пожевано было, поедено. И мы, главное, то сидим, колокольчик-то не слышно было. Нет, ни одного. Ни одного, да? Чтоб что-то звенело прям такое жесткое. Ну там крутит, натяг такой. Я вообще тащу вот этого крупного, там опять травы там куча, и смотрю, там пузо белое. Вот хорошо. Вот это хорошо. Ну мы 2 уже хороших, 1,5-шка, 2-шка вот поймали. Все, в принципе, жареха у нас отличная. Вообще класс. Ельца поймали, езя поймали. Ну, подъязка, да. Многие пишут: Андрюха, где там типа лещ, это же подлещик. Сабанаев в книге писал рыболовный,
Нет такой разновидности подлещик и подъязь. Есть лещ, есть ясь. Надо называть вещи своими именами. Щурок, щучка, да? Щукарек. Там туда-сюда. Налимчик, налямчик. Так называть начали. А это же налим. Рыба налим, рыба ясь, рыба лещ. Вот. Ну просто крупная, да, понятное дело, что. Ну вот вам вода прибывает, вот вам и все дела. Ну ведь не полнолуние и в принципе не знаю. Ну что-то тронулось походу. Это хорошо. Попали. Так, времечко что у нас? О, 10 часов, ребят, пол-11. Это мы снялись. Отлично. Буду стоять до 12, до часу 100%. Ну, до рассвета, наверное, постоим. Так что клюет классно. Все шикарно. Да, рыбу уже поймали, хватит нам. Блин, вообще вот так натаскали уже все. В принципе. Приехали за отдыхом. Вот как обычно, я говорю, как обычно. Едем отдыхать. Рыба ловится. Едешь на рыбалку, я же сижу возле дона. Перекидываю, меняю дистанции, насаживаю туда-сюда. Сейчас даже нарезка не нужна, в принципе, червь работает. С утра, может, ясь еще бахнет. Так что не буду, ребят, я ельца потрошить. А, ёрш же еще попался крупный. Толстый такой. Так что остаемся пока на черве. Червь свежий, хороший. На улице жестко похолодало, вообще резко. Так что, в принципе, нормально вот в этом режиме печки. И достаточно ее. Такие дела. Так, ребят, ну что, все. На сегодня завязываем. Время 12:30. Будем спать. Лечу палец. Сейчас перементуюсь. Вот вечером вышли на лимчики. Сейчас тихо. Все. Вот вечерний выход был хороший. Блин, на улице дубак. Прям вообще. Что-то налем не пахнет, мне кажется. Прям ух, крепко. У нас палатки хорошо. Все, и что, отрубаемся. Сейчас рассветать уже будет через час. Да уже и толком, да и не темнеет он, нормально. Вот. И, ну, посмотрим, что. Езек поклевывает, может утром еще попробуем порыбачить. Ну, а так тоже буду в люльку. Лариса Юрьевна спит у меня, все. Давайте, друзья, до завтра. Точнее, до сегодня уже, до утра. Ой, хорошо. Блин, палец надо же было себе кацануть.
Ребята, доброе утро. Лариса Юрьевна. Доброе. Вода прибыла, ребят. Время 5 утра. Проснулись. Вышли на проверочку. Ну, еще хотим зарядить, так как языки поклевывают с утра. Почему бы нет? Так, последний раз я проверил, ребят, в 1 часу, в общем. Донки простояли 4 часа без проверки. Посмотрим, что залетело. Блин, вода, ребят, смотрите, как поднялась. Это я еще ставил, получается, сантиметров 10 на сушу. Это вот, ну, сантиметров 15-20 вода поднялась за ночь. Где-то плюс-минус так. У нас, ребята, здесь поклевка. Тут у нас поклевочка. Сейчас сразу перевяжу. Ну давай, Юрина, доставай твой налим. Тяжело идет. Может, хороший налим. Ну, порежь, поинтенсивнее, что ты? Где-то уже здесь. Да нет, там два. Дуплет. Один-то хороший. Один-то нормальный, один небольшой. Да, отпущу, на это отнеси этого. Да вот засунь туда палец. Он не укусит. А он сожмет сейчас тебя, да? Ай-яй. Не бойся. Так, а этого как-то надо отпустить. Надеюсь, ты, братан, недалеко тут заглотил. Вроде недалеко. Опа. Давай. Иди доедай. Ну вот, дуплетик. Шикарно, ребята. Шикарно. Блин, и опять корни. Там какие-то корни, короче. Вот это на дне лежат. Видно же, что не свежие. И вот он там, в этих корнях, берет, блин. Да, отпустил. Юрьевна, короче, с дуплетами ловишь, да? Да. Я же тебе сказала, что давай веревку кинем. Да. Могет, Юрьевна. Шикарно утро, ребята. Солнышко, птицы поют, блин, кайф. Ну, ночью сегодня холодно было, труба вообще. Я даже потом печку на максимум тягу поставил. Думали, будет жарко, короче, нифига. Ну вот проверили доночки, вот 2 налима дуплет попался. Раньше частенько такие дуплеты залетали, сейчас редко. Ну вот, ну Юрий, там у него и дуплеты будет, и корнетно, у него все будет. Короче, миссия работает, ребят. Нормально отловились по налиму, хоть и вода прибывает. Прям все четко. Хотя до этого здесь стоял, и люди здесь стояли, но не было такой рыбалки. А тут хороший налим, двушник, полторашник. Сейчас вот килограмм попался. И до этого там такие тоже неплохие. В общем, нормально. Майку мы набили налима. Так, не спешим.
Моторы сегодня зажужжали с утра. Воскресенье, выходной. Люди хотели уже открывать фидерный сезон, скорее всего, но вода вот не позволяет. Пойдем в палатку, балдеть. Может, посплю еще. Снимаю. Ребят, не проснулись, а в палатке уже скворчать начинает. Вчерашний ужин у нас перевалился в завтрак. Только добавлены яйца туда еще. Вот. Мы поставили чаечек. По пилетам, ребята, ну вот практически все убили. Там осталось на одну закладку еще. В общем, не экономно нифига вообще, конечно. Надо много. Ага. Ёрш или ельец. Ельчик. В 8 утра, ребята, 9 час. Кемарнули еще. Короче, выспались. Вообще великолепно. На природе спится вообще от души. Лариса посуду помыла уже. Собирает кухню там потихоньку. Ну и доночки. Ельчик вам попадается, ребят. Ельчик. Но с такой травой фидер, блин, бесполезный. Так что надо пока бодаться. Пока вода есть, бодаться, пока налима. Перемешку с изюм. Что-то такое. Пока фидер рано, ребята. Да и погода вроде. Вот сегодня солнце, тепло. Завтра вообще классная погода будет. А потом опять на неделю будет 6-8 градусов всего. Такое себе скучная весна. Ладно, собираю. Блин, донки затопило, ребят, смотрите. Насколько вода прибыла. Охренеть. Все, собрали лагерь. Вот должно, ребята, вот так оставаться за вами место. Ни бычка, ни соринки, ничего такого. Все, что привезли, мусор весь с собой. Вот поляна должна быть чистая, ребята. Выезжаем. Все, ребятки, отрыбалили. Ну, что-то похоже на рыбалку на налима. Что-то как-то вот так. Неплохо поймали. Дома потом скину, результат покажу. Два хорошеньких, там один около 2, наверное. Но это, скорее всего, вот талисман у меня, ребят. Что, понравилось, Лариса? Да, Отдохнула? Выспалась? высыпалась. Ну и самое главное, ребят. Все. Делайте так, а лучше круче, как говорится. Уезжайте с семьей, ребята. Берите жен и в лес отдыхать. Все, погода четкая, тепло. Пошагаем домой. Вода прибывает. Так что рыбалка пока еще вот на фидер под вопросом. Будем двигаться по налиму.
Все, связь. Смотри, что поймали мы с мамой. Езёк такой. Елец. Вот такой налим. Еще елец. Вот такой, смотри. Налим. Вот такой. И вот такой. А? Нормально?